Ребята, всем привет! Что у нас нового? А у нас нового вот купил я коробку карб-клинеров новых от Axioma. Буду испытывать. Как бы до этого был 412 SL -ка. Очень хороший карб-клинер, понравился мне, моет он четко. Единственное, что меня напрягает, это его, ну как бы этот запах такой, как типа парфюмерии, что ли. Не знаю почему, ну как бы не очень. Вот этот прикол мне нравится. Ну так вообще, главное, что он в принципе моет. А сейчас я взял вот такой аксиомовский. Здесь граммовка побольше маленько. Ну и запаха у него такого нет, он уже чисто гаражной темой пахнет, поэтому посмотрим. Также, в принципе, у меня вот еще есть этот баллон. Ну, в принципе, нормальный. Такой этот аксиомка. Я его пробовал, хороший. Также взял жидкий ключ Валера вот с проникающим эффектом. Ну, что-нибудь откручивать довольно-таки будет помогать. EGR всякие, закисшие гаечки и такое. Также взял керамическое такое, короче, напыление, ну, смазка для свечей. Свечи зажигания, когда буду выкручивать, менять замену свечей. Надо такой штукой мазать, потому что свечки новые, они могут как бы это прикипать. А с такой штукой, если ее обрабатывать, вот еще есть смазка такая специальная, тоже буду ей свечи мазать, чтобы потом при последующем можно было спокойно его как бы это само выкручивать. Также вот на пробу взял Injection Carb Xox. Говорят, это самый крутой карб клинер, который только есть на рынке. Я хочу его попробовать, как он моет. Ну, потом, когда буду какую-нибудь заслоночку. Вот, кстати, сегодня у меня на пробу вот приехал такой Prius. Надо ему почистить EGR, почистить ему заслонку, чтобы... Сейчас я его предварительно от пыли уже продул. Он уже вот более-менее чистенький такой. Сейчас буду этой машинкой заниматься. Также вот на стенде стоит батареечка, проверяется с моим прибором. То есть конкретно смотрю, какие убитые элементы. Вот. Из этих элементов я буду потом что-нибудь придумывать. Ну, может быть, какие-то ИБПшники буду делать, посмотрим. В принципе, они куда-нибудь все равно пойдут. У них процентность где-то уже 30-40, вот так вот, 36-20, где вот так вот, короче, по-разному. И я эти элементы куда-нибудь применю. В бытовом, так сказать, этом ключе. Ну а так работаю. Сейчас буду вот эту тачку разбирать. Посмотрим, что у нее с EGR. Всем пока. Ребята, прежде чем смотреть EGR, то есть я сейчас зайду в компьютер, посмотрю, какие значения показывает клапан EGR и дроссельная заслонка. Для этого я сейчас зайду в компьютер, переведу машину в сервисный режим. Так, переводится она в сервисный режим легко. То есть раз, два, раз, два. Вот сейчас она заведется. Все, сейчас она будет работать на двигателе. Смотрим Prius. Заходим в машину. Ну, в видосах у меня там куча видосов, где я все однозначно, ну, также делаю одинаково все. Сначала диагностика, потом какие-либо вмешательства. Машину потом буду всю обесточивать полностью. То есть снимать чеку безопасности. Снимать вот, клемму аккумулятора. Вот. Ну как бы так. Сейчас смотрим двигатель. Ошибок по двигателю у нас нет никаких. Смотрим значение EGR. Это у нас PSK Link Value 3.83. Результат завышенный, EGR грязный. Смотрим заслоночку. Заслонка 16.4 тоже очень грязная. Будем смотреть. Показания МАФа тоже. Где-то либо воздух подсасывает, либо, в принципе, как бы МАФ может быть грязный. Чуть-чуть грязненький. Все.
Диагностика подтвердила, что нам надо все это чистить. Все дело закрываем. Можно распечатать все показания. Вот. По этой машине конкретно я сейчас сделаю распечаточку. Ну и потом результат после тоже сделаю. Как бы так. Ну и так, смотрим. Вот так вот у нас грязненькая, чуть-чуть совсем лайтовенько. Грязная заслонка. Ну, в принципе, почистить не мешает. Она вот где в месте прикосновения стенки получается немного зазор грязный, поэтому это надо сделать. Ну, не сильно грязная, есть намного угаженные. Так вот. По ЕГРу, что могу сказать, что на этом автомобиле маленечко есть. Не сильно тоже, но в принципе грязный коллектор тоже надо его желательно открутить, почистить. По трубке видно, что вот так он засранный. Представляете, что там в каналах происходит, именно где коллектор впускной получается. Здесь тоже дырочки, они очень тоненькие. Если здесь вот отверстие очень большое и как бы вот видно, что они просто грязные, она забитая, то там явно вообще все эти отверстия, они грязные. Поэтому коллектор надо откручивать обязательно при чистке ЕГР. Как бы цена вот 6000 рублей с дросселем. Почему нет? Ну, дроссель все равно снимать надо при ЕГР чистке. Так что по ходовой его помыть как бы несложно. Но дело в том, что ЕГР на 30-ках и на альфах откручивается не так-то и уж и просто. То есть это надо себе все руки разодрать, чтобы снять вот этот клапан. Там есть хитрый болтик. Вот, там есть хитрый болтик, до которого надо добраться. Вот. При его снятии все руки себе раздерешь. Кто-то его не ставит, кто-то ставит. Я видел, что и во Владивостоке многие его не ставят. Приезжают машины, иногда бывает без него. Но я считаю, что японцы не дураки. Они ставили эти детали на все. То есть везде ставили эти болтики. И типа, что вот от него как бы ничего не зависит. Но я думаю, что нет. Я думаю, что по заводу он там стоял, значит он там должен быть. Вот. Все, что ставят японцы, на место надо втыкать обязательно. Как бы так. Ну, по запаре можно какой-то болтик не забыть, не закрутить. Это речи нет. Это мы все люди, да. Но я считаю, что специально его туда не ставить не нужно. Нужно ставить обязательно. Так что вот такие дела. Я всегда ставлю назад то, что откручиваю. Стараюсь, по крайней мере. Вот, ребята, сняла систему ЕГР полностью. На этом Toyota Prius 30-ки. Вот получается снята вот эта вся сторона. Холодильник, ЕГР клапан, трубка, коллектор, дроссель, все. Ну и по итогу нам все вот это сейчас надо будет хорошенечко отмыть. По клапану что могу сказать? Вот он какой грязный. Вот он так вот выглядит. Вот. Вот это вот все с него. Вот. Как уголь. Это все по идее летит в машину. Ну вот. Там он видно, что он очень сильно закоксованный. Клапан явно не ходит. Вот эту часть тоже надо откручивать обязательно. Сейчас я ее тоже буду снимать. То есть клапан откручивается от двух составляющих, от холодильника и вот от этой штуки тоже все моется. Там шток есть, его надо обязательно потом смазать ВДшкой. Такие вот дела. Че, испытаем Injection Carb, как он будет мыть. В принципе, это не сильно грязная заслонка, но я его еще испытаю на этом, на клапане ЕГР. Вот. Сейчас попробую вот эту штуку, как она будет чистить. Что говорит, бомбовая, надо будет проверить. Она как пенка, она не как обычный карп-клинер. Да, жестко отъедает. И уходит ее очень мало, походу. Я бы сейчас полтюбика уже 412 использовал. А тут пеночка, она вон укутывает и все разъедает. Блин, вообще тема, оказывается. Лучше вот такую штуку покупать, чем коробку. Лучше один баллон вот такой штуки взять, чем коробку этого карп-клинера брать, по идее. Ну, карп-клинер можно вот эту штуку брать вместе с каким-нибудь 412. Почему?
меньше его будет уходить. Лайфхак, почему? Просто его заливаешь, получается пенка, она маленько работает, а потом можно карбиком обычным, как промывкой сделать. Вот это будет нормальный, мне кажется, результат. Потому что вот она, смотрите, она вообще отъедает ее жестко, прям вот эту всю черноту. Получается она как мазут получается. Все, а потом ее как в бензине смываешь и все. Вот сейчас как раз таки я так и сделаю. Получается это очень экономично, намного экономичнее, чем покупать кучу карбиков дорогих. Ну, вот карбик стоит он 300 рублей, допустим. А что его? Его полбаллона уйдет, пока ты помоешь эту заслонку. Поэтому вот. А тут ее раз, уже чуть-чуть совсем потратил. Экономично получается. Так что вот этот, он стоит очень дорого. Он 1000, по-моему, с копейкой стоит. Но против... А, нет, он вру. Он 700 стоит. 700 рублей. А вот этот 300. Но он... Эффект от него, конечно, вообще бомбовый. От этого карбика. Все, а сейчас тряпочкой протереть. Сейчас еще вот тут залью маленько пенку. Пусть она постоит, поработает. Очень крутой карп-клинер, оказывается. Вот, что я потратил. Маленечко совсем. Все, пусть стоит, работает. Короче, рекомендую использовать вот это вместе с вот этим. Тогда оно будет лучше, экономичнее. Клапан ЭГР, вот он какой грязный. С ним немножко поработал азелит. Сейчас я его промою. Вот, чуть 412 карбика. А сейчас я залью вот этот Джизокс. Прям вовнутрь туда пенку эту залью и посмотрим, как она поработает. О, результат жесткий прям. Заполним прям полностью. Вот и все, пусть постоит. А потом смывку сделаем уже 412. Посмотрим, сколько чего уйдет. Так выглядит идеально чистая заслоночка, отмытая. Все, сейчас клапан будем отмывать. Идеально чистый клапан ЭГР. Все идеально очистил. Сейчас все смажется ВДшечкой. И все, в принципе, можно ставить. Заслонка тоже чистая. Все остальное отмачивается пока что. Сейчас будем керхером домывать холодильник. Подсобрал я маленько ЕГР уже. Все, собрал уже коллектор. Все прикрутил. Все болты на месте. Сейчас заслоночка вон уже какая чистая. Отмыл от грязи все эти воздушные патрубки. Вот. Ну и в принципе сейчас буду все это дело ставить. Сейчас он немножко подсохнет. Буду собирать, заводиться, смотреть, проверять. Такие вот дела. Ну, в принципе, сегодня поработал так нормально. По времени на машину убивается так нормально. Поэтому, ну, у меня тут смежная еще одна работа идет, поэтому батарейка проверяется. Так вот, приборчики работают нормально. Лампа очень классная вот эта. Очень классно ей работать, удобно очень. Уже она долго очень работает. Вот прям машину делаю, потом на зарядку ставлю только батарею. Ну и то. А можно с ней, мне кажется, 3 машины сделать. Она не сядет. Вот. Такие вот дела. Приезжайте, почистим вам тоже ЭГР. Так, заливаем. Немножко жидкости ушло, когда ЭГР откручивал. Сейчас зальем до сиелки до нужного уровня и будем заводить машину.
что, включаем клеммы, пробуем заводиться. Машину. Ключик, ключик, ключик. Вот он, ключик. Чуть-чуть ЕГР тряханул, но это нормально. При первом запуске все, машина работает. Сейчас пойдут пары от азелита, немножко остатки. Ну, сейчас, когда нагрев пойдет. Ну, в принципе, все, машинка работает. Сейчас будем смотреть параметры по сканеру, какие показания у нас теперь показывает клапан ЕГР. Проверяем, нигде ли не бежит. Бежать тут нигде не будет, потому что все четко закрепил. Вообще машинку сделал. Так. Пойдем в тачстрим. Никаких чеков у нас нету, все хорошо. Сейчас нам надо машину перевести в сервисный режим. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Все, работает. Теперь смотрим показания дроссельной заслонки. Она у нас 18. Клапан ЕГР уже стал 2,76. Вот. Очень хорошие показания уже. Было 3 с копейками, 3,76, стало 2,76. Вот. Ну, в принципе, как бы все. Сейчас машинка поработает, дроссель у нас откалибруется, сама обучится, так сказать. Ну и все. И мы посмотрим, какие будут у нас результаты. Движок работает ровно, без всяких дерганий. Нормально все. Так. Кусочек тут на инвертор попал. Дроссель обучился у нас. 14,9 теперь показывает. Клапан ЕГР вообще 2,11. Вот такие четкие показания у нас. Чувствуется? Ну. Педалька лучше стала, да? Вот, видишь, четко. Приус он как гонка, он должен ехать четко. Педаль нажал, он как на обгон идет. 2-3 КамАЗа я обгонял, вообще пофигу ему. Надо сейчас на пауэре обратно. Ну тут камеры, да? Да, вон там камера есть. Аккуратно с ними. Там по объездной топнешь там. Так, круг дадим. Раз испытаешь. Не, после ЕГР всегда чувствуется, все говорят. Прям вообще. Конечно, машину надо обслуживать, она любит. Даже масло поменяешь, мне кажется, и то по-другому машина едет. Свежее масло всегда решает. Двигатель как-то начинает работать мягче. Не знаю, может это кажется так. Либо как это? Да. Эффект плацебо или как он называется-то? Типа. Ну, то есть разгон нормально берет. Ну, когда останавливаешься. Газ скидываешь. То есть быстро на газ реагирует? Да. Сейчас клапан работает, конечно.
И она сейчас у тебя экономичней будет. Немножко должна меньше жрать. Почему? Потому что клапан-то открывается, он у тебя газы дожигает, те, которые у тебя не дожглись. Ну, за счет этого как бы мощность больше и экономии больше. Вообще, когда система EGR, все, двигатель хорошо работает, батарейку очень сильно это все дело бережет. Батарейка, ну, как бы заряжается, все правильно начинает как бы разряжаться, заряжаться. То есть решает двигателя работы много чего. Тут сколько камер? Ну там, по-моему, еще. И там была, и все. И все на 40 же, да? Да, по-моему, ага. Сильно. Came to rap it up, do my thing. Sabi put me on the gram, you know. Remix thing. Hold tight Wiley with the Pacino flow. Godfather part 2, call me De Niro.